Двое детей погибли в сгоревшем доме в Алматинской области. Ровно год назад под Нур-Султаном заживо сгорели 5 дочерей одной семьи. Именно тогда в Казахстане начались социальные протесты. Что изменилось за год? Вчера, например, скорая приехала ночью в 10 часов. Что они собрались делать? Пожар произошел в час дня. Откровение уйгурки из Казахстана, которая 15 месяцев провела в китайском лагере перевоспитания. Кандалы, открытый туалет, гормональные препараты, пропаганда круглые сутки и другие шокирующие подробности. Китайская рука очень длинная. Где бы ты ни была, мы тебя убьем. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Двое детей 3 и 4 лет погибли в пожаре в частном доме в селе Устемир Алматинской области. Еще до приезда пожарных и скорой помощи малышей пытались спасти местные жители. Соседи вынесли из горящего дома 2 маленьких детей, однако их усилия оказались тщетными. Почему дети остались заперты в доме и можно ли их было спасти, выясняла Шалпан Разбекова. Мы думали, здесь нет детей. Здесь столько дыма было, невозможно. Потом прибежала женщина и сказала, что у нее дети в доме остались. Нам пришлось зайти с другой стороны, и здесь мы нашли детей. Мой друг передал сначала одного, а потом второго ребенка через это окно. Местный житель Ринат Айтимов вспоминает, как всем аулом спасали запертых в доме 2 малышей, девочку и мальчика. Дети в горящем доме оказались абсолютно одни. Как потом расскажут соседи, их отец уехал на заработки в Алматы, а за детьми присматривала мать. До того, как загорелся дом, женщина выбежала за хлебом. Но когда вернулась, жилье уже полыхало. Позже официальные органы распространят пресс-релизы о том, что вовремя прибывшая пожарная служба локализовала очаг возгорания, а обгоревшие детки скончались в карете скорой помощи по пути в больницу. Но эту информацию опровергли жители Устемира. Это я тоже слыхал, но это неправда же, я что. Так сказали, значит, так пускай будет, что теперь сделаешь. От этого детей не вернешь. В комитете по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информация была предоставлена скорой помощью, которая якобы прибыла на место пожара. Правда, в самой больнице, где констатировали смерть детей, рассказали, что погибших привезли сами жители села. Вот на этой машине. Скорой? Да, их же привезли на «Жигулях», по-моему, местные жители. По словам же сельчан, пожарная служба прибыла уже после того, как дом полностью обгорел, а крыша и вовсе обвалилась. На место трагедии они прибыли через час после возгорания. Службы пожаротушения в этом округе нет. К нам из Талгара приезжают, а это 70 километров. На дорогу уйдет как минимум 50-60 минут. В самом селе пожарной службы нет. Она приезжает из административного центра города Талгар. Расстояние составляет почти 52 километра. А чтобы вызвать скорую помощь, необходимо звонить в другой соседний город – Талдыкурган. От Устемира это 245 километров. И уже из Талдыкургана направляется карета скорой помощи из близлежащих больниц от Устемира. Чтобы скорую вызвать, они то бензин просят, то еще что-то. Нам быстрее ее вызвать через Талдыкурган. Они не приезжают сюда. Вчера, например, скорая приехала ночью в 10 часов. Что они собрались делать? Пожар произошел в час дня. За кем закреплено село Устемир, в районной администрации объяснить не смогли, но заверили, что все решается на республиканском уровне. Скорая опоздала, потому что у нас, чтобы вызвать скорую, нужно звонить в Талдыкурган. Такая проблема есть. Мы сейчас эту проблему решаем. Как выяснилось, у этой семьи есть еще один ребенок, первоклассник. Он в это время находился у бабушки с дедушкой в Алматы. Шолпан Разбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. А ровно год назад Казахстан потрясла другая трагедия. В ночь на 4 февраля 2019 года в пожаре погибли 5 девочек. Родители работали в ночную смену. Семья состояла на учете соцслужб, как многодетная, и, по словам соседей, не раз просила власти выделить им жильем. Что случилось в тот страшный день, напомнит Дарья Тимофеева. К утру 4 февраля от маленькой времянки остались только стены. Позже специалисты скажут, что шансов спастись у девочек не было. Около 3 часов ночи пламя за минуты охватило весь дом. Следом рухнула крыша. Когда пожарные оказались внутри, в комнате нашли тела 5 детей. Погибшие были сестрами. Младшей не исполнилось и года, старшей было 13 лет. За 3 дня до трагедии мать устроилась на завод. В ту ночь она ушла на смену. Отца вызвали на СТО, где он работал. За девочками присматривали родственники. Заходили буквально за час до трагедии. Дети спали. По словам соседей, семья не раз обращалась к властям за помощью. Просили выделить квартиру. В столичной мэрии в тот же день заявят, что в очереди на жилье они не числились.
неужели нельзя было им дать хоть угол, хоть какой-нибудь? Ну неужели у нас в Астане такой большой, но не нашлось для них такого угла? Проститься с детьми 5 февраля прошлого года пришли больше 1000 человек. Представителей власти на похоронах никто не видел. Мэр Нур-Султана выразил через СМИ соболезнования и распорядился оказать материальную помощь семье. На поминальном обеде стало известно, что простые люди за день собрали деньги на квартиру родителям погибших детей. Причиной возгорания специалисты позже назовут нарушение пожарной безопасности. Выяснится, что соответствующие службы знали, что семья обогревает времянку старой печкой. Многодетным родителям даже дали предписание переехать в лучшее жилье, как говорили знакомые. У них не было возможности. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. После этой трагедии в Казахстане в течение всего прошлого года проходили акции многодетных матерей. Женщины требовали поддержки от государства, пособий для детей и социальной жилплощади. Правительство вроде и услышало глаз народа, власти громко заявляли о повышении детских пособий. На деле же все скатилось в бюрократическую чехарду. Люди так и не разобрались, к какой категории они относятся и сколько кому положено. Женщин заставляли собирать справки и вставать то в одни очереди, то в другие. Порой ситуация доходила до абсурда. Матерям нужно было доказать, что они действительно живут в нищете. Похожая ситуация и с выделением льготного жилья. В конце февраля прошлого года на тот момент еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил построить 40 000 квартир для малообеспеченных семей из числа многодетных. Но не все матери остались довольны решениями властей. Кто-то и вовсе не смог стать участником государственных программ. Поэтому акция протеста продолжилась почти до конца лета. Кто в итоге смог добиться от государства достойных пособий, крыши над головой? Об этом мы поговорим подробнее. С нами на связи по скайпу юрист, гражданский активист движения матерей Казахстана Ирина Ким. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с пособий. Добились ли многодетные матери за этот год социальной справедливости и достойной поддержки от государства? Здравствуйте. Ну, как сказать, за этот год правительство не предоставило ни одной нормальной реформы, ни одной программы, которая реально бы улучшила положение матерей. Ну вот вы непосредственно тоже работали, помогали многодетным матерям. Вообще, ну кто-то ведь должен был получить какую-то хоть адресную помощь конкретно, да, что-то с пособиями. Нет, слов нет. Адресную помощь по старому формату, то есть по 21 000 на каждого ребенка, получали. И получали не только многодетные, получали малоимущие семьи. Опять-таки, пройдя 100 кругов ада, как говорится, собирая кучу бумажек, но эта помощь была. Но была только на протяжении полугода. Реалии получилось так, что потом всем стало жалко, видно, этих денег, и они ввели новый формат, и по которому сейчас помощь будет просто минимальная. Минимальная, что вы имеете в виду? Насколько она повысилась? Она понизилась до такой смешной суммы. Например, у нас есть женщины, которые рассчитали на 4 детей 11 000 в месяц. Есть, которые на 5 детей 3 000 в месяц, потому что считали пенсию бабушки, например, зарплату мужа. К тому же женщин обязали, если до этого было до 7 лет они сидели дома, могли не работать, то сейчас обязуют их после того, как ребенку исполнилось 3 года, выходить на работу. И, понятное дело, в связи с тем, что нет достаточных мест в детских садах, женщинам некуда оставлять детей. Если семья многодетная, дети учатся в школе, то в школу нужно провожать, встречать, дети учатся в разные смены. То есть государство делает все, чтобы усложнить выдачу помощи. Понятно. Что касается льготного социального жилья, кто в итоге его получил и кто до сих пор может на него рассчитывать? Ну, льготное социальное жилье, вот арендное, значит, в конце декабря наши депутаты приняли такой закон, что теперь у нас аренда без выкупа. То есть женщины, опять-таки, даже те, которые получили, они получили его сроком на 5 лет. В договорах нету обязательного условия пролонгации. То есть, поставили такие условия, что в течение 5 лет ты должна себя обеспечить жильем. Если же нет, то тогда, получается, государство имеет право не пролонгировать тебе договор. Опять-таки, та льготная программа
ипотечного кредитования Бахтот-Пасы, которую приняли, она тоже нереальная, недоступная очень многим. Самое, что интересное, что получается, что льготы не будут получать именно самые социальные, на социальном низу, которые люди, они именно самые нуждающиеся не получают ничего. Еще один вам вопрос задам. В социальных сетях многодетных матерей упрекали в том, что у них развилось иждивенческое поведение, мол, им предлагали работу, но они от нее отказывались, поскольку при наличии работы у них был бы источник дохода, а значит меньше шансов рассчитывать на помощь от государства. Что вы об этом думаете? У нас буквально 20 секунд. Ну, во-первых, называть матерей иждивенцами и иждивенками – это неправильно. Даже если есть такие случаи, что женщины отказывались от работы в 50-40 тысяч, имея возможность получать 100 тысяч, да, на каждого ребенка, если по 21 тысячи. Понятное дело, что они отказывались, потому что за детьми нужно еще и ухаживать. И им некуда было их просто оставлять. Хорошо. Ирина, большое вам спасибо за интервью. Я желаю вам всего доброго и до свидания. К другим темам. Китайский коронавирус в случае перехода в глобальную пандемию может спровоцировать новый экономический кризис еще мощнее того, что был в 2008-2009 годах. Рейтинговые агентства пытаются спрогнозировать влияние вируса на мировую экономику. Тем временем статистика зараженных и погибших от коронавируса стабильно растет. Центральные азиатские страны, в свою очередь, продолжают вывозить из Китая своих граждан. Акрам Абдукахор с последними новостями. Круизный лайнер Diamond Princess поставлен на карантин на входе в японский порт Йокогама. Почти 4000 человек проверяют на предмет заражения новым коронавирусом. Японские власти приняли это решение после того, как у 80-летнего путешественника из Гонконга, который в конце января 5 дней находился на борту лайнера, обнаружили симптомы коронавируса. В Китае тем временем количество зараженных коронавирусом достигло 20,5 тысяч человек. 426 умерли, а 697 человек вылечились. Ученые Гонконгского университета, между тем, подвергли сомнению официальные данные китайских властей. Авторы исследования в медицинском журнале Lancet опубликовали свои расчеты, согласно которым уже к 25 января число зараженных вирусом только в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек. И это несмотря на то, что власти на тот момент сообщали лишь о 1200 заболевших. К такому выводу ученые пришли на основе анализа статистики внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок. Наши результаты показывают, что вирус самостоятельно распространяется от человека к человеку уже во многих крупных городах Китая. Многие из них являются глобальными транспортными узлами – Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и другие. Чтобы остановить вирус, следует незамедлительно рассмотреть серьезные, даже драконовские меры, ограничивающие мобильность населения в затронутых районах, а также стратегии, направленные на резкое снижение уровня контактов среди населения. С мнением гонконгских ученых согласны их американские коллеги. Исследователи центра Bianco Research проанализировали существующую статистику и также пришли к выводу: Пекин, Шанхай и другие крупные китайские города могут превратиться в новые очаги распространения вируса. В свою очередь, в городе Ухань, эпицентре эпидемии коронавируса, готовятся к худшему сценарию. Гимназии и выставочные центры готовят к приему новых пациентов. Международный конференц-центр и комплекс культурных зданий уже переоборудовали под временные больницы. Тем временем власти центральноазиатских стран продолжают вывозить своих граждан из Китая. Накануне самолет туркменских авиалиний совершил второй по счету рейс из Пекина в город Туркменабад. В Либабской области, где находится город, власти сделали карантинной зоной. В общей сложности под карантином находится 250 человек, вернувшихся из Китая. В Таджикистане 60 заключенных приговорены к длительным тюремным срокам за бунты в Худжанской и Вагдадской колониях. Об этом сообщил председатель Верховного суда Шермухаммад Шахийон. В прошлом году произошло 2 бунта в колонии строгого режима в Худжанде и в исправительной колонии в городе Вагдад. В обоих инцидентах погибли 50 человек. Власти возложили ответственность на исламское государство. Близкие осужденных не согласны с приговорами. Аншер Ванарипов продолжит.
С начала судебных слушаний близкие обвиняемых в бунте говорили об их непричастности к беспорядкам. Родственников даже не пускали на заседания суда, где они могли бы убедиться в обратном. После вынесения обвинительных приговоров в прошлом году некоторые осужденные, по словам родителей, подавали жалобы, но их обращения даже не рассматривались. Также близкие осужденных уверены, в списке поднявших мятеж их сыновей и братьев включали только за то, что они отбывали наказание по статьям терроризм и экстремизм. Из 14-летнего срока он отсидел 2 года. До бунта я его видела, у него все было в порядке, но он приболел и лежал в лазарете. Сын сказал, что во время бунта прятался под столом вместе с сотрудниками тюрьмы. Я не понимаю, почему его обвинили в бунте. Дело засекречено, и раскрывать какие-либо подробности СМИ власти не собираются. Председатель Верховного суда страны сообщил только число осужденных и то, что они отреагируют на жалобы. По данным «Радио Свобода», часть заключенных была обвинена по 16 статьям Уголовного кодекса страны. Их осудили на сроки от 19 до 29 лет. Эти данные чиновник не подтвердил и не опроверг. Некоторые осужденные за бунты в колониях в своих заявлениях пишут, что они не имели отношения к этим событиям, и приговоры в их отношении вынесены без основания. Все жалобы на приговоры Верховного суда обязательно будут рассмотрены. Правозащитник Ойнихол Бабуназарова не берется судить, насколько справедливым был суд и вердикт, но уверена, в объективность приговора никто сегодня не поверит. Пока такие решения принимаются за закрытыми дверями без присутствия представителей неправительственных организаций, независимых юристов и правозащитников, их легитимность будет оставаться под сомнением. Даже, допустим, они виновны, если эти процессы идут закрыто, никто не поверит о том, что они виновны. И поэтому вот единственное доказательство, которые действительно органы могут показать, это открытый процесс. На сегодня еще 30 заключенных ждут новых приговоров суда. Все они обвиняются в попытке устроить массовые беспорядки в столичной тюрьме номер 1. Анушер Волнарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. Кыргызстан теперь официально в стоп-листе США. Это единственная страна из бывших советских республик, которая попала в этот список. Дональд Трамп подписал миграционные ограничения еще для 6 государств. Продолжит Бек Бегалиева. Теперь уже официально США ограничили въезд в страну для граждан Кыргызстана. Речь идет о соискателях миграционных виз и участниках лотереи Green Card. Все остальные визы, студенческие, деловые и туристические, будут выдаваться так же, как и раньше. В течение некоторого времени мы вели переговоры с вашим правительством об улучшении степени защиты киргизских паспортов и об обмене дополнительной информацией между нашими правительствами относительно терроризма. И мы надеемся, что это решение побудит Кыргызстан ускорить реализацию этих важных шагов. Дональда Лу вызвали в МИД страны. В правительстве Кыргызстана решили, что кыргызско-американским отношениям нанесли чувствительный урон. Из более 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств. Это не встраивается в понимание партнерской поддержки парламентской демократии, успешно развиваемой в Кыргызской республике. Однако в социальных сетях, а именно в Твиттере, многие считают, что все не просто так. В стоп-лист, по их мнению, Кыргызстан попал не только потому, что в стране до сих пор нет биометрических паспортов. Давайте честно, паспорта наши позорные, продаются налево и направо, подделываются, может быть. Но это не самое главное, что побудило США к таким шагам. Мое мнение, что основная причина, почему мы в списке, плохие репорты US Embassy in KG. Они репортят, что 90% остаются по туристической визе в США. В стране коррупционеры, ограничения свободы слова, клановое правление, непотизм и так далее. Раздача паспортов – это причина, но не основная. Воровство в нашей системе угрожает уже национальной безопасности других стран. Нашими паспортами пользуются в Сирии, в Турции аферисты международного уровня. Не удивлюсь, если визовые ограничения начнут вводить и другие страны. Считаю произошедшее огромным, просто космического масштаба ошибкой всей исполнительной власти. Это провал, господа. Вся страна летит дальше, в бездну небытия.
Около 1 миллиона кыргызских мигрантов в СНГ, десятки тысяч в ЕС и США. Большинство вынужденно покинули страну. Мигранты в Российской Федерации не могут голосовать. Travel-бан лишил тысячи кыргызов в США надежд. Многие припомнили властям вывод американской военной базы из Кыргызстана в 2014 году и разрыв соглашения о сотрудничестве с США. В такой стране, как Америка, подобные решения принимаются не с бухты-барахты. Они очень хорошо оценили и изучили ситуацию перед этим. Эксперты, аналитики, просто обычные люди во всем мире подумают, что Кыргызстан — это страна, которая не может даже контролировать свои паспорта. А в других странах решат, что США не просто так внесли Кыргызстан в такой список. А это значит, что нашей стране нанесли серьезный репутационный ущерб. Беларусь, которую по неофициальной информации тоже ждали подобные ограничения, в последний момент смогла договориться с администрацией Трампа. Кыргызстан в итоге стал единственной из постсоветских стран, которая попала в черный список. Гульбахар Джалилова, гражданка Казахстана. Она 15 месяцев провела в тюрьме в китайском городе Урумчи и освободилась лишь в августе 2018 года. По ее словам, в тюрьме были одни мусульмане. Их держали в маленькой комнате в железных кандалах, давали неизвестные препараты и угрожали изнасилованием. Вот ее откровение о происходящем в Китае. Китайская рука очень длинная. Где бы ты ни была, мы тебя убьем. И они вот так вот смотрят, говорят, ты на одну точку долго смотришь. Ты что, молитву читала? Если вниз смотришь, ты, говорит, ты тоже здороваешься. Ты намаз читаешь. Там на уйгурском разговаривать запрещено. Все запрещено. Я вот каждую камеру, вот каждую неделю камеру уже меняет. В одну камеру захожу, там одни уйгуры. Потом в другую камеру захожу, там одна или две казашки, а остальное все уйгуры. Человек 20 вот тут все вот эти штабелями лежали, вот тут вот на маленьком месте. И вот тут маленький коридорчик, как они там на посту стояли, девочки. Через каждые 2 часа меняют, потому что спать негде. И вот когда я увидела этих девочек, они всех волосы распущенные были. У всех на ноге 5-килограммовые вот эти вот кандалы. 5 килограмм. Меня одели. С 5 килограммами вот этими кандалами я ходила год, 3 месяца, 10 дней. 10 дней один раз делают уколы. А потом мы поняли, что у девочек менструация. Ни у кого нету, менструации нету. 3 раза кормят, больше ничего не дают, по 100 грамм. И то вот нижняя вот эта вот дырка есть, оттуда с той стороны повара вот так выливают через этот. Даже, наверное, свиней так не кормят. А дежурная с этой стороны возле двери вот так, ведерочка есть 7 килограммов, вот так держит, и они вот так наливают. Похлебка на муку мешает с этим, с водой и дают. На 40 человек 3,5-4 килограмма. Показывали телевизор с каждую пятницу. 20 минут показывает или Ши Цзиньпин, или же Китай показывает, как он сейчас прославляется. А потом нам раздают вот такие бумажки, листок. И каждый там пишет спасибо партии, говорим, что нас хорошо кормит, нас хорошо одеваемся, что Китай сейчас на первом месте. Ну, что ты видела в этом концлагере, если ты скажешь, ты знаешь, ты слышала, ты видела, что китайская рука очень длинная. Где бы ты ни была, мы тебя убьем. Так что ты, говорит, если ты хочешь жить, ты должна никому не говорить. Я смерти не боюсь. Я боюсь то, что там девочки остались, которые безвинные сидят, там вот эти 14 лет, 80 лет. Они живые или нет, они умерли, убили или что, не знаю. Я хочу их видеть, их голоса слышать. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Напоминает БАМ. Самый амбициозный проект последних лет. Автобан, который объединяет весь Крым. От Керчи до Севастополя. И это очень удобная дорога для армии. Показать, что Крым присоединен к России раз и навсегда, навечно. Но для крымчан это трасса смерти. Ехали в ночное время суток, это кошмар. Смотрите Крым Реалии в эфире телеканала «Настоящее время». Лидер
человек 600, наверное, под этим крестом. Здесь за заблогом вот эти, там тоже косточки видят. Я решила собрать материал о старожилах. И я вот скрупулезно собирала материал о тех людях, которые здесь проживали, о их семьях. Наши храмы – это памятники федерального значения.